Читаем газету «Канаш» от 14 марта 2018 года под номером 17. Статья «256 километров за 2 дня, причем бегом». Со 2 по 4 марта в белорусском городе Лиде состоялся международный ультрамарафон преодоления. 48-часовой забег первым в своей возрастной категории преодолел наш земляк, опытный марафонец Василий Дюкин. За 2 суток он пробежал 256 километров. Это второй результат в абсолюте. Василий Федорович признался, что этот забег стал самым экстремальным за все 40 лет его марафонского опыта. Было холодно, минус 20, скользко, дороги обледенели и очень некомфортно. Ни на секунду не останавливался пронизывающий ветер, да и кроссовки промокли и не давали согреться за все время бега. Но самым трудным было прорваться сквозь одолевающий ночью сон. Василий провалился в сон, буквально спал на ходу, приходя в себя через 50 метров. Спал, но продолжал бежать по ледяной марафонской трассе. Участники состязались на 3 временных дистанциях – 48, 24 и 12 часов. Немногие решились на забег в 48 часов в таких непростых условиях. Наш Василий оказался и самым мужественным, и самым выносливым, и самым сильным. И это несмотря на его почтенный возраст. 13 марта нашему герою-земляку исполнилось 60 лет. С удовольствием поздравляем Василия Федоровича с юбилеем и по-настоящему гордимся, что в нашем городе среди тысяч замечательных, талантливых, умных, успешных, выдающихся людей есть и прославленный марафонец. Только задумайтесь, наш земляк принял участие в более 100 марафонов. Сначала Василий Дюкин бегал для себя. С 18 лет начал свои марафонские тренировки, а в 1991 году принял участие в Московском международном марафоне. Этот серьезный опыт и стал началом долгого марафона длиною в целую жизнь. Василий Федорович и не думает останавливаться, никаких возрастных ограничений. Пока есть силы, он будет бегать. Уже сейчас Василий готовится к следующему, теперь уже 3-суточному испытанию. Сверхмарафонский забег «Весеннее равноденствие. Бег счастья» пройдет 17-20 марта в городе Череповце, Вологодской области. Как вы думаете, что нужно, чтобы и в 60 оставаться в такой хорошей спортивной форме? Ответ прост. Вот он, рецепт победителя. Ежедневные тренировки до 4 часов и здоровый образ жизни. Василий Федорович никогда не курил и не употреблял спиртного, даже на Новый год. В его рацион входит домашний сыр и творог, мед с молоком, мясо раз в неделю. Бегающего марафонца наверняка многие видели на дорожках нашего парка. Многие видели, но мало кто следовал его примеру. Когда я попросила вдохновить всех нас на спортивные подвиги, Василий Федорович улыбнулся. Надо отодвигать старость. Соглашусь, отодвигать старость и бесконечно преодолевать себя, свою лень, свои слабости. Вот о чем еще важно сказать. У Василия Дюкина нет спонсоров. То есть дорогу, обмундирование, проживание спортсмен оплачивает сам. При этом он очень радуется возможности прославить свой маленький город, любимый Канаш, на бескрайних спортивных просторах мира. Статью подготовила Светлана Кузнецова. Специально для рубрики «Читаем газеты» Олеся Григорьева.